Слово для выступления предоставляется представителю Министерства внутренних дел Ногойбаеву Ахтану Патрисовичу. Здравствуйте, уважаемые судьи, уважаемые присутствующие. Министерство внутренних дел Крымской Республики ранее в письменном виде уже предоставлял свою позицию в части обращения гражданина Теплякова. Не хотелось бы также дублировать свои требования, свою позицию. Также хотелось бы отметить о том, что министерство полностью поддерживает позицию Верховного суда, также Генеральной прокуратуры. Так как в части уголовного досудебного производства со стороны министерства ведутся все необходимые меры для возмещения материального вреда и дальнейшего привлечения обвиняемого к уголовной ответственности. В части именно прекращения хотел дополнить, о том, что Министерством внутренних дел, конкретно Следственной службой, прекращаются данные дела данного характера по статье, указанной пункта 10 по срокам давности, без возмещения материального вреда. В случае, это основной момент, где обвиняемый признает свою вину. В случаях, когда в уголовном деле обвиняемый не признает свою вину, данный материал не поддается прекращению, то есть дальнейшее передаются для рассмотрения прокуратуры и дальнейшей уже передачи в суд. Также министерство считает, что подпункт В пункта 5 статьи 3 Закона Крымской Республики внесение изменений некоторых законодательных актов в сфере уголовного судопроизводства от 10 марта 2021 года не противоречит части 2 статьи 24, частям 1 и 2 статьи 56, частям 1 и 2 статьи 65 Конституции Крымской Республики. Хотелось бы кратко изложить свою позицию. В случае каких-то возникших вопросов готов ответить.